В Минфине Коми подвели итоги мониторинга качества управления бюджетным процессом в муниципалитетах за 2023 год. Результаты мониторинга в своих социальных сетях представил глава республики Владимир Уйба. В мониторинге учитывается соблюдение основных требований бюджетного законодательства Российской Федерации, а также принципов достоверности, сбалансированности и открытости, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал, выполнение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников, эффективное управление закупками, финансовые взаимоотношения районов с поселениями. По результатам мониторинга муниципалитетам присваивается высокая первая, надлежащая вторая или ненадлежащая третья степень качества управления муниципальными финансами. Итоги мониторинга за 2023 год имеют положительную динамику относительно 2022 года. С 9 до 6 уменьшилось количество муниципалитетов с ненадлежащим качеством. С 12 до 16 увеличилось количество муниципалитетов, соблюдающих ограничения бюджетного законодательства в части дефицита, муниципального долга и других. Впервые с 2012 года ни один муниципалитет не превысил предельный объем муниципальных заимствований. Также впервые с 2020 года абсолютное большинство муниципалитетов исполнили свои обязательства по заключенным с Минфином Республики соглашениям в полном объеме. Большинство муниципалитетов к 1 января 2024 года полностью погасили просроченную кредиторскую задолженность. Традиционно на высоком уровне остаются показатели достоверности, сбалансированности и открытости местных бюджетов. Высокая степень качества присвоена 4 муниципалитетам – Инте, Сыктывкару, Вуктылу и Сосногорску. Инта подтверждает высокое качество управления финансами 4-й год подряд.